Всем привет, друзья! Сегодня мы опять с Машей на кухне. Маша хочет ужин сделать, курицу по-свойски, по-домашнему. Простую курицу сметану, как называется, сметанный соус, да. Сметанном соусе пожарить. А я вот у меня, сейчас я отъеду немножко. Я же на коляске новой, друзья мои. Вон, у меня тут стол. Мне сейчас как дынснул. Чуть-чуть не дынснулся стол. Ребята, а я затеял манник, не знаю, получится или нет у меня это. Получится или нет у меня это. Получится. Почему нет? Уже 100 лет я выпечкой не занимался. Но вот ради вот этого чисто вот столика я хочу вот попробовать, смогу или нет. Стакан манки, друзья. Так. Маша тоже там он занимается курицей. Стакан кефира. Это немало будет. По рецепту, как сам говоришь. Стакан. У меня фирменный рецепт. Стакан, У меня фирменный рецепт. Маша говорит, что сюда муки не надо. Но по-разному же делают. А там, да? Да. А там мука идет. Короче, я буду мешать. И там сказано оставить на 40 минут. Мне бы это кастрюлю вниз запустить, да? А вот так, оказывается, удобно, видишь? Руку сюда ложишь. Главное, чтобы эта миска не перевернулась и катастрофы не произошла. Вот. И сейчас я это быстренько перемешаю немножко. И это все закрою пищевой пленкой. Закроем. Маша мне поможет в этом. И сказано, что 40 минут. Пускай манка набухает. Вот. А между тем я буду снимать, как Маша курицу готовит. Просто так же на новом троне я не буду. Надо тоже хозяйке помогать. Да? Машунька моя, Машунька. Кстати, она сердится, когда я называю Машунькой. Машуня, да? Ну не Мария Олеговна же потом называть. Машенька, Машуня. Так, пищевую пленку мне, пожалуйста. Сейчас туда на стол положу. Все. Видишь, я какой шустрый. Да? Держи, венчик. Я дарю. А, венчик туда, это надо пригодить, это куда-нибудь на тарелочку поставить. Ну вот моя там, мой полуманник там, манка набухает. А Маша между делом перчит куриные бедрышки, бедра или бедрышки, солит, ну куриное бедро, да, солит. Вот еще, ребята, посыпаем эту курицу приправой для курицы, да? Да. Ну, немножко, чуть-чуть для аромата. Так, у нас нагрелось масло в сковородке. Ух ты! И слегка обжариваем наши куриные бедра. Это не поместилось, что ли? Поместится.
до золотистой корочки с обоих сторон. Мы это дело обжариваем. Прям чтоб корочка, я корочку люблю. Вот так. Такая вкусняшка у нас. Маша режет лук. Одна луковица достаточно, одной луковицы. Все уже, ребята, у меня уже слюнки потекли. Как выглядит аппетитно. Мощно, мощно. Ой, вообще. Шикардос. Ну все, друзья, корочка у нас готова. Не курочка, а корочка только. Это все быстренько убираем. Маша локтем камеру сейчас даст мне. Убираем. И сюда же вот это же масло добавляем лук. Вот это же масло. И будем обжаривать. Тоже до золотистого цвета. Это, друзья, у нас простой домашний рецепт. Может, многие так делают. Вот в частности и мы. А может, кому-то и пригодится наша с Машей стряпня. Вот так. Ну что, лук там уже у нас золотистая корочка, да? Золотистая. Сюда нам надо добавить 2 столовые ложки сметаны. 2 столовые ложки сметаны. И стакан водички. Вот. Это все перемешать надо. Вот. Вот такой крем-брюле у нас получается. Крем-брюле такой соус сметанный. И возвращаем наши бедра куриные, уже с образовавшейся корочкой, вот в этот соус. Посмотрите, как выглядит, друзья мои. И это все будет тушиться у нас как минимум полчаса на медленном огне. Нам показалось, что этот соус будет пресным. Только то, что мы вот натирали соль на курицу, это, мне кажется, мало, и мы немножко добавили соли. Прошло, наверное, минут 40-то. Сейчас убираем эту пленочку. Сюда что надо-то? Еще. Так. 2 яйца сюда, пожалуйста, разбей. 2 яйца. Вот. 2 яйца. Там что? Вот еще. 2 яйца. Дальше надо этот, как его, сахар, стакан. Гудра. А сразу ложи. Там сразу положили. О. Потом щепотку соли. Щепотку соли. Без соли тоже никак. Это ведь миксером потом взбивают. Не взбивают, а крутят. Вот это кошмар. Вот. И потом
чайную ложку этого. А чё ты смеешься? Ты смеешься? Понимаю. Чайную ложку надо? Нету ложки. Подожди, сейчас я отъеду. Ну, не с горкой, не с горкой. С горкой не надо. Блин. Это коляска, блин. Ой. Подождите, друзья мои. Так. Сколько там? Ложи. Ну, можно и ну давай, положи. Вот. Гасить соду не надо, потому что там кефир. И это все перемешиваем. А муку? Но пудра первой Ну как это первое? Это все сразу сказано так. Надо слушаться профессионалов, как я. 1 стакан муки сюда. Нормально все. Вот. У меня сегодня испытание столика моего. Да. Вот это все. Вот теперь надо перемешивать потом. Чтобы никаких комочков не было. Чтобы все шикарно было. Вот так и я буду мешать до однородной массы. Потихоньку. Вот так у нас готовится все еще курица. Вот так уже миксером уже Маша мне помогает. Я уже здесь не буду брызгаться миксером. О, вот так. Так, друзья, забыли мы масло сливочное. Надо 100 грамм сливочного, примерно 100 грамм сливочного масла. Сейчас мы это быстренько дело размягчим. Итак, но у нас слегка не получилось. У нас полностью растаяло. Ну ничего. Легче будет мешать. О. Выпечку или кашу маслом не испортил. У нас, ребята, включена духовка на 180 градусов. И надо, чтобы она согрелась. А между тем смазываем наш противень для выпекания. Вот такая формочка. Как на... Ну вот, смазали маслом, и сюда надо нам это тесто перелить. Осторожно. Все. Вот такая масса однородная. Без комочков, без ничего. Ждем нашу духовку, когда согреется там до 180 градусов. 180 градусов. И поставим нашу вкусняшку в духовку. Ну что, духовка у нас разогрелась до 180 градусов. И все, наша вкусняшка пошла выпекаться на минимум 40 минут. И будем еще смотреть по готовности. Пока ждем наш манник. Как обычно, к нам пришел барщик. Он любит околачиваться тоже возле нас. Особенно около Маши. Он любит, когда его гладят. Бандит такой.
просит гладить он, чтобы гладили его. Эй, вы, Да? а как же я? Я в стороне. Ты да я, да мы с тобой. Барсик. Ну вот и все, время пришло вытаскивать наш манник, нашу вкусняшку. Ну-ка как? Ну вроде бы нормально смотрится. Сейчас пускай немножко подостынет, потом вытащим с формы и посыпем немножко чем? Сахарной пудрой. Сахарной пудрой. И будем Чай пить. ужинать. Ну вот время ужина у нас. Вот наш, не знаю, видно или нет на камере, а вроде видно. Вот наш манник. Подними, пожалуйста, повыше. Во. Вроде бы испекся и поднялось. Ну, поднялся и как правильно тесто поднялось. И это не тесто. Тесто как не тесто. Вот так вблизи выглядит наш манник. Там в середине что-то треснуло, но это то, что все нормально, знак того, что все нормально испеклось. Вот такой ужин у нас сегодня. Рис и курочка сверху. Очень вкусная такая. Ох. И подлить сметанный соус. Вот так. И помидорчики. Вот так выглядит наш ужин. И еще разрежем нашу вкусняшку. Разрезаем вкусняшку. Должно быть вкусно. Треугольничком. Нет. Треугольник. Ну-ка, там испеклась, нет? Крошечки. Все испеклось? Все испеклось, ребята. Все должно быть очень вкусно. Но это уже с чаем будем десерт пить. Вот так выглядит наш ужин. Чай. Вкусняшка. У Маши тоже. Ребята, забыли мы кое-что сахарной пудрой посыпать. Так. Вот теперь все супер. Теперь все отлично. Ужин готов. Ужин-то готов, Маша. Чем я есть-то буду? Доставай. Ни вилок, ни ложек, ни... Опять меня выгоняешь. Опять меня выгоняешь, да? Давай я это попробую сначала это вкусный от твоих рук. Манник попробую. Я еще так и это не могу дождаться. Она вкусный, сладкий. Ну-ка дай. Но поближе я не достаю. Такой рот широкий тоже у меня нет. Все испекся. Вкусный.
Ладно, не буду аппетит сбивать сладким, но он вкусный. Очень. Вот так. Разжевать надо. Мясо мягкое. А ну-ка попробуй, да. Я уже потом ужинать буду тоже. Вкусно ведь, да? Нежное. Вкусное. В сметанном соусе. По-домашнему курица. Ну что, опять был у нас такой кулинарный вечер. Опять мы вместе с Машей готовили. Опять мы ужин готовили, сладкое приготовили. А самое главное, мы будем на этом столе же мы приготовили этот манник, да, стол от коляски. И будем чаем сладким и сладким манником пирогом это обмывать. Вот так. А на этом все, друзья мои. Всем до свидания. Всем спасибо, кто провел с нами наш вечер. До новых видео, друзья мои. До свидания. Всем пока.